Здравствуйте! Сегодня у нас пятница, 13 декабря, и мы опять на том же месте, где были 3 дня назад. Как мы видим, началось шевеление, идут работы по уборке мусора. Мусора стало уже значительно меньше. Стоят контейнеры. УЖФ, Ухта-Жилфонд. И в эти контейнеры трактор складывает мусор. Скажу вам, мусора стало уже меньше, и скорее всего, я так думаю, к концу сегодняшнего дня его уже не будет. Правильно, Анатолий? Надеемся. Надеемся, что так оно и будет. Здесь вот была огромная куча, здесь тоже меньше стало его. Так что, друзья, все не зря. Лед тронулся, дела пошли, значит, все не зря. Значит, не зря мы здесь собирались, не зря собирали здание администрации. Работы идут. У нас сегодня назначил встречу в городе Ухте, сегодня в 11 часов мы туда выезжаем. Да, то есть мы сегодня выезжаем с Сергеем Владимировичем, будем все обсуждать. Вы поедете в Ухту? Да. И это же поедет оттуда, с районки? Администрация, Да, с района едет Целищев и Мамбетов. Да, да. Вот значит, у нас... Ну, значит, не зря мы пнули вас. Конечно. Всю администрацию. Нет, а это уже было запланировано, поэтому... Когда было запланировано? Мы на прошлой неделе встречались. А, да? мы вели переговоры, чтобы с ними встретиться. Ну, то есть это вы просто придали ускорение. Ну, вот. Да. Дело в том, что... Честно говоря, вы нам поддержку оказали, можно сказать. Да. Дело не в том, что как бы... Даже вам спасибо за это, можно сказать. Я к каждому из вас обращаюсь, да. Без вашей поддержки мы ничего не сможем. Потому что у нас так получается, что нам говорят, это вы такие. Это вы только видите такое. Это вы вот так вот умышленно как бы создаете. Мы видим две администрации, которые лбами стучат друг к другу. Это уже нехорошо для нас. Нам ведь все равно, кто будет мусор убирать. Петров, Сидоров или Яковлев. Ну вот как раз вот эту политику, как бы сказать, вот мы как будто пытаемся какие-то две разных интересы. Дело в том, что мы начали эту проблему в мае месяце. Мы ее показали, заострили на уровне республики. Это в трибуне первая статья была показана. Я могу сейчас очень много рассказать и показать фотографии, те, которые мы уже тогда заострили. Но до вот этого случая, да, была очень такой тихой сапой сюда завозили и возили. Грузили, значит, как вы говорили, он туда 90% мусора вывозили на 9, там периодически его сжигали. Вот и все. Вот этот вот взрыв, который сейчас произошел, он как раз вот это дает ускорение. Толчок дал. Да, толчок дал. Потому что именно к нашему требованию, которое мы выдвигаем, надо вывозить отсюда. У нас нет никаких нас. Сергей. Меня вот знаете, что волнует? Не волнует, а просто это самое возмущает. Это то, что почему вчера не было представителей районной власти, где они все там заседают, почему не было памятника? Вот памятник надо вообще сегодня или какой-нибудь взыскание. Дело в том, что Валентина Герасимовна, когда вы мне позвонили, естественно, я во все инстанции отправил документы в милицию. Понимаете, что вопрос Вон Анатолий Николаевич вот этот вопрос сказал. уже не сегодня вот возник, не сегодня. А почему не было подготовлено вот Ну заранее? что теперь-то? Ну а как вот говорят, сейчас мы не знаем, чего делать. А кто знает сейчас, чего делать? Понимаете, в чем дело? А сейчас куда мусор везти с южного, с поселков? Сейчас-то куда его везти вот сегодня? Сюда и будут привозить. Вот сейчас куда они мусор повезут? Скажите, вот здесь мы закрыли эту площадку, сейчас куда его повезут? Этот вопрос и вчера, и позавчера был открыт. Я повторяю для всех, что для меня сейчас один только способ вывозить напрямую. Но сегодня этого не будет, понимаете? Сегодня этого не будет, сегодня это не случится, это все. Все равно надо опять время. А куда это время? Трактористу не нравится, что его снимаете. Да. Времени-то нет сейчас. Да, не надо вот это все снимать. В Белом Боре, да? Сейчас там мусор не бывает. Более того, им говорят, что это из-за вас весь строй завалился. Это потому, что вы не дали участок.
И сейчас Вот оттуда смотрите, вывозить не почему мы будем. должны дать участок на строительство для собора денег? Почему? Вот для такой Вот вопрос. свалки, какой бы участок ни был, вот для Какой бы такой участка свалки. не было. Ведь как в этом в Белом Бару люди стали, так и здесь вы встанете, где бы ни началось это свалка. Ну и где у вас этот момент истины? Дело в том, что региональный должен Ну, возить. администрация. Прямой перевоз. Прямой. Региональный так ведь и ставит, Даже прямой. Могут сегодня перевод? Сегодня привезут опять сюда. Нет, Есть сегодня прямой смотрите. перевод? Вот они Должно- должны с мусоровозом приехать и сегодня Нет. забрать. Сразу же. Договор как заключается? Им усылают они, скажем, этот мусор прямой А вывез. договор это не наша проблема. Точка вблизи Троицкой Печорской Не, говоря, то есть Ну, Вы значит, понимаете, что это- мусора будет накапливаться больше, Да чем мы будет понимаем, вывозиться. мы мы про это и хотим, чтобы говорим. он не Вывозиться-то будет накапливался. меньше мусора, чем будет завозиться. Почему? Да потому что объемы будут такие, машина же не будет ждать, она же в Уфту машина уедет. Да Куда? почему? Мы же вчера с вами говорили, мусоровоз 100-кубовый, а мусора сзади Где он собирается со столько всего был? района. Где он? Магистральный. А Магистральный где он мусоровоз. сейчас, этот мусоровоз? Ну мы с вами вчера только все обсудили, вы опять потом уже Когда он идете. будет здесь, мусоровоз? Так вот надо общими усилиями Через заставить. месяц, через Да год. почему? Когда он будет? Подождите, надо заставить сейчас регионального оператора, у них есть несколько таких мусоровозов. Ну вот Пусть они поедете заставляют, сегодня. пусть Да, они дело заставляют. не его в этом. просто заставить. В этом, Надо- в этом. Не, в этом я понимаю, доставим. Они значит, наши должно время какое-то, что наши Правильно. уже могут его Мы сразу про это загрузить, же. чтобы не было Мы этого. про это же. Вот и все. Он Весь приехал вопрос в сюда. этом стоит, и всё. Мы землю, городская администрация, вот ту землю мы готовы дать, но не для такой свалки. Приезжает мусоровоз с Ухты, в определенное время с ними согласовываем, подъезжает наш мусоровоз и другие машинки, и перегруз идет напрямую туда, а не вот так вот. Вот о чем Понимаете, речь. подъезжает мусоровоз вот на эту площадку, здесь стоит, ждет, когда Не к нему... здесь. Ну пусть стоит в другом месте, ладно, пусть стоит там где угодно. И ждет машина. И ждет, когда к нему подъедут другие машины. Да, время согласовано. Хорошо, время согласовано. Машины подъезжают, в него перегружают. Часть машин должны уехать снова грузиться, они снова загрузились. И куда им потом На ехать? следующий день сюда приехать. Да он не приедет сюда на следующий Так, день. ну почему вы так решили? Да потому что так и будет. Автобус еще ходит хуже туда-сюда. Дело в том, Почему? что А кто будет? начнем. Когда Надо автобус заставить будет так, чтобы ехать, работал надо региональный оператор. Это Давайте начнем ответственность простого. регионального Как вы считаете, оператора. как должно Так, быть? Ольга Леонидовна, надо ехать, потому Ну, что выезжайте. Должна быть все равно Выезжайте, какая-то я приеду площадка с для тобой. временного Выезжайте, складирования. пожалуйста. Но она должна быть подготовлена для приемки этого мусора. Вы Так мы о знаете, чем говорим? Вот площадка. Она с твердым покрытием, но не для сброса мусора, Да а нет для там твердого перегруза. покрытия. Что здесь, что там, одинаково. Да почему одинаково? Это там плиты установлены. дело в Почему том, одинаково? Тогда там начинают подготовить эту площадку. А почему ее Чем не трактором готовят? расчистить? Почему Мы вот ее не лопатами, подготовим до трактором? тех пор, пока не будет Нет, заключен сегодня этот договор с региональным спор он не оператором. нужен. Давайте сегодня убирать эту свалку. Да, О чем речь-то? ну самое интересное, куда я буду просто в эти поля. Пока в баке мы же не видим, что увозят. Или вот так вот и вот. Мы сейчас довольны уехали, что в кучу собрали. Ну, столько и всего. Сегодня вот Сергей Владимирович с Ольгой Это Николаевной очки выезжают. втирают. Очки Ваше вчера предложение. Вот какое ваше делать предложение? площадку для И временного будет хранения. то же самое вот здесь, на Подготовить Егоровской. площадку на твердом В чем покрытии, изменится-то? сделать ограждение. Вы знаете, региональный оператор, пальная техника, понимаете? У нас здесь, ну что ты 100 раз одно и то же повторяешь, а? Когда это прекратится, то скажите. Опять будем по 10 раз. Да вы имейте терпение, сейчас заключат договора, встретятся с сопряженным. Прибыл еще один контейнер с мусором. Понимаете, Мы я говорим, что сегодня заключат. Надо прожать регионального оператора. Мы готовы заключить. А кто даст гарантию, они заключат или нет? Вот сегодня они поедут. Короче, разговаривать. мусор с точки А Уже плавно переходит в точку Б. смотрите, я начал в мае месяце. И вот сейчас Уйдет ли он дальше, будет видно. Они боятся общественного мнения. поэтому Начали, это говорят, хорошо, надо еще и закончить. чтобы общественность Надо закончить. прокуратура не закончит, надо Тридцать дней будут проверять. Кончить мы можем. Не заработать. 30 дней у них по регламенту. Будут проверять в течение 30 дней. Мы все отправили в инстанцию, сфотографировали. Более того, сфотографировали даже раньше вашего сообщения. Ну вы молодцы, вы вперед бежите. Такие молодцы. Обязательно, молодцы. обязательно, обязательно. При чем здесь? Потому что если мы бы не предвидели, мы бы не готовили предыдущий бы Вы не вариант. обижайтесь, пожалуйста. Наоборот, вы молодцы, что вы встали вот так. Наоборот, вы заставили Геннадий молодец, работать. что он снимает. Я вам вчера сказала, Геннадию передайте пока- респект, что он снимает. Пока не заработает, это Потому все что нормально. Без вас стараются никак. нас немножко переврать, показать по-другому. Общественное мнение уже не переврешь. Вот он снял, тут же разместил в сетях. Все, это уже не переврешь. Здесь вот решать.
Я думаю, вот в таком напряжении надо держать их, пока они не заработают вообще. Пока они не поймут, что по-другому они не смогут. А на 9 километре вы как-нибудь были? Сюда завозить. Были на 9 километре? Я туда не заезжал. Полные. Я представляю, я там был. Туда возили опилку промхозу, брали за это деньги. Я туда сам возил мусор на своей машине. И платил. Почему признался? Я ходил, брал чеки, брал стандарт. Классный полигон. Там стояла... А я расскажу. Ко мне организации обращались, чтобы я вывез мусор. Я туда завозил, я оплачивал. Должна быть федеральная экспертиза. Дело в том, что... Да, подождите. Дело в том, что 10 лет тому назад в первую очередь такой договор заключил вот этот коммунальник, давайте их братом, Кунцевича. Это первоначально они заключили. Мы через прокуратуру бумаг его убрали. Потом дали. Это кино, это про кино, это я не... Так, ну и для полноты кадра сейчас мы вам покажем ту территорию, куда мусор свозился все время. Теперь вот повесили эту, да, так называемая наша свалка Троицко-Печорская. Теперь ее запретили, но как мы видим, что-то сюда кто-то ездит. Ну сейчас мы посмотрим, во что может превратиться вот такие маленькие свалочки, которые мы увидели возле Троицко-Печорской. Это 9 километр, не так-то и далеко. Свалка здесь просто, друзья, огромная. Вон даже по дороге к этой свалке мы видим занесенные снегом кучи мусора. Даже вот кое-что еще не успела занести снегом. Получается, кто-то сюда продолжает возить мусор, и никто это не контролирует. Взяли, вывалили, все, собаки растаскали. И так вдоль всей дороги. Сколько тут, метров 400, да? Да, сейчас мы дойдем до конца, там посмотрим. Сейчас мы дойдем до конца и посмотрим, что там творится. Так, мы еще не дошли до самого карьера, но как мы видим, вот свежий мусор лежит вдоль дорог. Кучка здесь, кучка там. Вот он все равно мусор остается, он никуда не денется. Часть мусора уже в лес улетела. И видно, что это уже после снегопада. Это недавно сюда кто-то вываливал. Вот, пожалуйста, под снегом лежит весь мусор. Вот он лежит под снегом. Получается, вроде бы... Вот снег, этот мусор сейчас как бы прикрыл этот снег до весны. Весной это все потечет в лес. Вроде бы и въезд запрещен, а кто-то, получается, сюда въезжает, продолжает въезжать. Это все кучи мусора лежат под снегом. Весной начнет таять, и все это пойдет в лес. Потом пойдет все это в речку. Вот мы сколько идем уже. Получается, тут сколько мы прошли? Метров 200. Вдоль дороги, слева и справа, везде куча мусора. Вот. Вот, приближаемся к свалке. Вот мусор висит, посмотрите. Вот они, флаги синие. Нас встречают воронье и собаки. А еще мы удивляемся, почему медведи, волки толпой ходят. То и они и ходят. То, что... Снимайте, вот оно, деревья, все. Смотрите, вот это вот новогодние эти, как сказать, украшения на деревьях. Все пакеты висят на деревьях. Ветром раздувает мусор на многие километры.
И кто, интересно, за это ответит? Вот кто за это будет отвечать? Вот, друзья, это малая часть того мусора, который вот вдалеке возвышается горой. Огромной просто горой. Туда сейчас пройти никак. А вот это вот огромный карьер, который там идет ниже, он весь завален мусором. Его просто горы. И запах. Отвратительный запах. Вот такое же ждет нас, если будут сваливать мусор туда рядом с Троицком. Да вообще будут его сваливать. Хотя опять же, вон, этот мусор, там хоть кто-то пообещал увезти его. Его не в таких количествах, еще не поздно его увезти. Кто везет вот этот мусор и куда? Вот с кого за это надо, с кого за это спросить, с кого? За это безобразие. Кто в этом виноват? И опять же, даже если, допустим, случится такое, что увезут там, увезут здесь, куда увозят? В Ухту увозят. Ухта ведь тоже не резиновая получается. Сколько можно мусора везти туда? Не проще ли построить мусороперерабатывающие заводы, чтобы переработать этот мусор, сделать из него пользу, как говорится. Можно всего сделать. Пластик переработать да вот можно. Пластик лежит, который будет веками разлагаться. Деревянные щиты, деревьев здесь вот, опилок деревьев, тоже можно это все сделать топливо. Можно сделать брикеты, гранулы, которые будут использоваться для отопления. В котельных можно все это сделать, просто никому это не нужно. Проще завалить вот лес и сделать с леса что-нибудь. А переработать мусор, это, вон, друзья. Это надо как себя не уважать, чтобы так вот обращаться с природой. Как надо себя не уважать просто. Это все под снегом. Весной здесь будет страшная вонь и страшная картина. Здесь куча собак. И куда вообще смотрит это вот охрана природы, куда смотрит? Куда смотрит рыбоохрана? Куда смотрит санэпидеминстанция? Куда это все смотрит? Когда такое творится под носом. Это действительно страшно. Это страшная ужасающая картина. Это вообще страшно, что творится. До какой степени надо быть, просто не уважать свою землю, свою родину, чтобы вот так вот с ней обращаться. Да как надо не любить вот себя и родных, близких, родину, землю, природу. Как надо ее не любить, чтобы вот так вот все ее запачкать. Это просто какой-то, ну это... Я не знаю, как, допустим, у меня вот на это слов, допустим, нету. Я вот не могу подобрать слова, вот за это безобразие я не могу подобрать слова. Я бы подобрал бы их, но я их не могу подобрать. Вот такое может быть у нас. Вот такая вот печальная, друзья, картина. Кто не видел, теперь вы увидели все. И как-то надо, друзья, вставать, противодействовать этому, чтобы такой картины не было. Лес, реки должны быть чистыми. Надо что-то делать. Это не на месте, это надо на уровне власти как-то организовывать, чтобы строить заводы, в конце концов, перерабатывать этот мусор. Но такого допускать нельзя. Это ведь не только у нас, это по всей стране так творится. Вон. Это мы, поселок только один мусора столько производит, а как в Архангельске станция ШИЭС, там хотят со всего Подмосковья возить мусор туда в одну кучу. Там вообще страх творится, что получается. Нет, чтобы построить, переработать, а нет, лучше свалить, загадить. Да беда. Вот здесь процентов 90-80 чистой пластмассы вот здесь лежит. Ну, вот она наверху, скажем, на поверхности. Это вот самый такой вот, так сказать, вредный мусор на сегодня. Беда, друзья, это беда.